тренера с 22-летнего опыта Жалапа Самурат Раджабовича. Покурно аплодисменты. Спасибо. Как ваше настроение? Половина жизни работает, чтобы зарабатывать, но на заработанные деньги приобретать имущество. Второй половина жизни зарабатывает, чтобы содержать это имущество. Вот так, как раз поступок совершает большинство людей, которые остались бедными, и люди, которые даже, то есть в нужде остались, не могли стать финансово свободными. А теперь те люди, которые стали богатыми, интересный путь у них, вот внимание обратите, это поступок делает кардинальные изменения. Первая половина жизни они работали, зарабатывали, создали капитал. Внимание, внимание. Они что делали? Создали капитал. Да, они оба начинали, даже стартовая точка была одинакова. Но только те купили имущество, а это просто капитал создал. Второй половина жизни они не работают. Они постараются вот этот капитал грамотно управлять, чтобы этот капитал, работа на них, мог привести что? Достаточно сумму дохода. И самое главное, некоторые эти богатые люди, не то что первая половина жизни работал, создал капитал, нет. А кто-то из них за 40 вышел, но понял, а потом план составил. Первая часть его плана была зарабатывать и создать капитал, а вторая часть плана дальше не работать, учиться управлять этим капиталом правильно. А теперь, у кого из них лучшие дома и лучшая жизнь, лучшее качество жизни, я имею в виду? Именно более свободные. У второй или у первой? Конечно, у второй. Почему? Потому что они приобрели свою мечту после того, когда построили денежный поток. Пожалуйста, внимание. Приобретали имущество только после того, когда построили денежный поток. Давайте поговорим о философии денежного потока. Что это такое? Вот эта философия денежный поток очень-очень важная философия. Образное мышление. Вы сейчас, когда ходите на работу, работаете, вам дадут бумажные деньги. То есть бартер происходит, вам дают бартером бумага. Так? Вы возьмете эти бумажные деньги, если это бумажные деньги, мы с вами пойдем что-то покупать. А теперь представьте, что каждую неделю вам дают не бумажные деньги. Представьте, что каждую неделю дают вам стакан вода. На место бумага дают стакан вода. Просто воображайте, пожалуйста. И вы каждый день привозите, половину этого стакана воды попьете, используете, а половину из них куда-то вы наливали, накапливаете. И когда-нибудь, если вы каждый раз туда, половину стакана туда нальете, когда оно ведро наполнится. Правильно? А вот это воображайте, что у вас ведро полно вода. Представили? Пожалуйста, внимание, вникайте в этом. Это очень интересная формула. А теперь представьте, если у вас это капитал, вот это ваш капитал, но с этого капитала, если вы постоянно берете по один стакан на одежду, один стакан на еду, один стакан для лекарства, один стакан для путешествия, рано или поздно закончится. И самое интересное, вы позволите себе 1-2 стакана для разных направлений жизни. Вы же не можете всю ведро взять на одежду отдать. Или всю ведро взять на путешествие потратить. На другой-то не хватит. Так? Максимум уже ты ограничен позволение себе. Ты можешь 1-2 стакана позволить себе в разных направлениях. А теперь представьте, что у вас капитал, который вы накопили, как в виде ведро вода, вам удалось превращать в небольшой ручейка. И вопрос, вы туда пойдете с стаканом или ведро? Круто, да? Я хочу, чтобы вот эта образная вещь подсознание хорошо воспринимать, вы поняли. А теперь, вы если туда возьмете 1-2 ведро, там заметно, что меньше стало? Когда? А когда ваш капитал было как ведро вода, если вы не могли даже целиком одно ведро в одном вещь давать, на путешествие или на одежду и так далее, согласны? Поэтому всегда ограничивает человек себе, чтобы на все хватало. А когда у вас такая ручейка, вы себя будете ограничивать? И самая главная философия, знаете в чем? Да сколько хочешь возьми и живи.
она меньше не станет. Вот в чем суть. Идея понятна? А теперь давайте вот это воображаем в виде денег. Денежный поток. Были? Денежный поток. Представьте, у вас есть один денежный поток, и он дает вам каждый месяц, вы работаете, не работаете, $1000. Ну, например. Вы представили? Воображали? Ну, где-то кухня у вас, я не знаю, где-то такой краник висит. И вот вы его каждый раз, когда открываете, круглые сутки она идет. Круто было бы у вас, да? Вот представьте. А представьте, что таких у вас, а потом останется $5000. Ого. А вот представьте, что она стала $10 000 стабильно каждый месяц без вас. Представили? И она дает вам стабильно $10 000. Вас есть, вас нет, вы спите, вы гуляете, вы куда хотите. А вот скажите, пожалуйста, если у вас будет каждый месяц денежный поток $10 000, вы взяли это 10 000, что-то делали. Даже если вы неудачно куда-то потратили их, через месяц будут доходы. Это здорово помогает, ребята. Мой совет к вам. Я обучаю, как сделать так, чтобы у вас появилось более $10 000 стабильного потока без вас. И это должно быть ваша цель. Я думаю, это хорошая цель, так? А кто из вас уже зарабатывает более 10, ставьте цель 50. Это здорово помогает, ребята. Я многим обучал этому. Очень многим людям. Есть очень много людей, которые достигли финансовой свободы через нашу систему. Дай мне несколько примеров, братья. Как у людей доходы растут? Можете мне помочь? У кого из вас есть бизнесы? Традиционный бизнес. Я когда вас отдельные вещи потом покажу. Сначала покажу, как обычно. Мой сегодняшний вводный тренинг или завтрашний тренинг – это систематизация, в первую очередь, управление сменой бюджетом и деньгами. А когда начну говорить о бизнесе, у вас голова кругом пойдет. Это совсем другое. Вот, внимание. Сначала очень важно, чтобы у человека понимание это появилось, формировалось, зачем так должно быть. Тут надо начинать с этого. Давай несколько, да? Несколько. Это хорошие результаты, согласны? Это очень хорошие результаты. Сначала нам надо с вами научиться, как 2 раза больше зарабатывать. Всего лишь 2 раза. Чтобы у вас доход был больше. И самое важное, научиться создавать капитал. Когда человек научится создать капитал, а все остальное потихонечку станет возможным. Так? Кто из вас хочет 2 раза больше зарабатывать до конца года? Отлично, очень хорошо. А кто хочет, чтобы построить такой денежный поток, как я показал? Не, а кто с такой, скажем так, у кого есть такое намерение и решение, мне надо любым путем это научиться сделать. Вот, это очень важно. Что вот пришел сюда, чтобы как-то вот видеть, вдруг это мне поможет это строить. Вот она. Их очень много, этих ребят, которые эти вещи сделали. Вот, я вернусь к этому еще попозже. Вернусь к этому. Вернемся сюда. Спасибо. Внимание, братья. До сегодняшний день я не встретил человека, который практиковал мою систему, и у него нет результатов. Не встретил. Но мои слушатели делятся на 3 категории. Почти 85% из них делают. Где-то в районе 10% из них не делают. Не могут